Devam etemiz, hürmetli dostlar. Gerçekten көзні енді естетеміз ve көзде bir şey mına böyle ola ama gene de sizge hatırlatmağa isteyemiz. Sıcak olsun ve en mühimi sabadan sportмен uğraşmağa. Sport hakkında tesadüfen aytmaymiz, hürmetli dostlar. Her şey endi belli. Bizim studiyamızda nasıl misafirler bunu endi tarif etkendik ve kelimiz olarla tanış olayıq. Evet, sayılı dostlar, sport hakkında laf ürseterek bugün endi hususan kayta güzel bir merasim, yani kureş boyunca güzel turnir hakkında sizge tarif ettik. Sayılı dostlar, noyabrın sonunda onu böyle bir geçirilmesi planlaştırıldı. Tantanalı şekilde elbette ki bütün Kırım iştirak edecek bu güzel bayramda ve elbette ki siz de şu bayramga seyirci olarak belki de iştirakçı olarak davetlisiniz. Yani bütün inceliklerini tamam şimdi bizim misafirlerimiz ile açacağımız demek takdim etemiz. Bizim studiyamızda Yunan kureşi boyunca Kırım'ın uyken idmançısı Lenur Mamedov ve onun yanında sport ustası namzeti Asan Şerfetdinov. Selam алейкум. Sabahçıklarınız hayırlı olsun. Как настроение, как началось утро? Утро началось отлично. С чашечкой кофе. Слава Богу, не было пробок на дороге, доехали до вас нормально. Асан, проводите ли тренировки по утрам? Да, альхамдулилlah, проводим. С утра утром встаем, намаз совершаем, потом пробежка, отжимания, как следует. Машалла, Аллах кабул етсін. Пользуясь возможностью, джумаларыңыз хайырлы олсын. Поздравляем с Священной Пятницей вас. Ленур Бей, как мы уже сказали нашим телезрителям, ни для кого не секрет, в Крыму в очередной раз на высоком уровне торжественно проведется турнир по национальной борьбе «Куреш», и ведется активная подготовка. Все с нетерпением, как участники, организаторы, зрители ждут это событие. Как проходит подготовка в этом году? Раскройте нам немножко секреты. Ну, я по своей части расскажу, как являюсь главным секретарем этого турнира. В прошлом году был тоже главным секретарем турнира. Подготовка будет так же, как в прошлом году. В этом году, естественно, будет в другом зале проводиться, в медицинском университете, в зале спортивного комплекса, получается. Мы будем в каждом районе проводить отборочные турниры, чтобы лидеры каждого города представляли свой регион на этих соревнованиях. Ну, естественно, будут квоты, которые не смогли по каким-то причинам выступить у себя в городе. Для них будет шанс, чтобы выйти и прийти на взвешивание. И, непосредственно в день уже самого финала, скажем так, да? Ну, день финала этих соревнований. Да. Ага, очень интересно. То есть в этом году побывает во всех регионах, в принципе, этот турнир и выберет лучших из лучших. Да, в прошлом году также практически было. Ну, проводились соревнования в каждом регионе. Вот я проводил в Бахчисарае у себя, мы отбирали лидеров, как бы, и от бахчисарайской организации мы еще дополнительно определенных людей брали, которые не попали по соревнованиям отборочным. Очень интересно. Так все-таки в каких категориях в этом году все так же, как и в прошлом? Четыре категории, правильно? Категории, да. Ну, пятая – это абсолютная весовая категория, там может участвовать любой без ограничений. То есть у Али, в принципе, есть шанс. Нет там шансов у Али, я как бы видел, я в прошлом году там был, я видел, нет у меня там никаких шансов, не делался. Асан Бей, хотелось бы у вас поинтересоваться, как у вас проходит подготовка к этим соревнованиям? Что, альхамдулилlah, вот начали с этой недели заниматься полностью курешем, давать на поясах бороться, со взрослыми тоже пробовать, там новые приемы изучать. И в этом году, иншаллах, вот есть цели. Взять, забрать машину, хотя бы. То есть настроены на победу. Да, права получил. Права, специально к этому турниру я получил права, да? Асан Бей, но я так понимаю, вы непосредственно занимаетесь не курешем, да? То есть ваш основной профиль, направление борьбы какой? Греко-римская борьба. Греко-римская борьба, да? И вот скажите, как оно немножко переквалифицироваться, потому что мне кажется, это немножко сложно. Ну почему? Греко-римская борьба, она тоже как бы идет там без ног, без зацепов, тоже корпусом. Техники, то есть... Техники, она одно и то же, но в куреш там разрешено еще зацепы делать, там подножки и подсечки тоже. Там, можно сказать, одно и то же, только
куреш, как он идет С с поясом, а греко-римская там тоже за корпус, ну, идут другие захваты. Что тяжелее? Ну, я думаю, куреш, потому что куреш, он как, там можно и ошибиться так, и что ты раз упал на спину. и всё. То есть можно самому провести Самому, прием и да. ошибиться. И везде оказаться Ты- в опасном положении. Кстати, как отмечают организаторы, Ленурбей, действительно, вне зависимости от того, к какому виду борьбы, то есть профессиональному виду спорта ты относишься, можно, скажем так, как сказала, ли переквалифицироваться, научиться приемам и принять участие непосредственно в борьбе куреш, что объединяет, собственно говоря, Да, все спортсменов виды всех Крыма, так ли это? Да. На соревнованиях участвуют по борьбе куреш не только борцы греко-римского, вольного, там и дзюдоисты участвуют, самбисты, ну, как бы и новый вид грэпплинг есть. Вот, они тоже участвуют в этом борьбе. Естественно, у каждого свой стиль. Преимущество, конечно, большая часть у тех видов, которые работают с кимоно, это самбо и дзюдо. Ну, как показал турнир прошедший, в основном победили наши греко-римские и вольные стили. Очень интересно. Я Так что ни в том, ни в Ты этом знаешь не эксперт. теперь, чем заниматься. Нет, А сам- я, честно говоря, не эксперт, да, в плане борьбы, но в прошлом году, мне, так сказать, повезло, я удостоился чести быть комментатором на этом соревновании. И я очень быстро вошел в курс дела, потому что я обратил внимание, что правила все-таки в куреше, они немножко легкие, на первый взгляд. Ну, на первый взгляд, как бы, да, есть облегчение. Там чистый бросок один, падением на лопатки спортсмена, это вот чистая победа. А в других видах там надо, кроме броска, еще удержать на лопатках. Ага. Вот. Асанбей, куреш – национальный вид спорта, крымско-татарский национальный вид спорта, ни для кого это не секрет. В последнее время, вот по вашему мнению, насколько престижно, да, молодежь, насколько вовлечена, насколько интересно выучить именно этот вид спорта и насколько престижно все-таки поучаствовать в такого рода турнире, по вашему мнению? Ну, по моему мнению, как бы сказать, Молодежь интересуется, хочет участвовать? да, даже вот мы сейчас начали тоже, начали тренировать малышей. Ну, вот альхамдулиллях там собирается очень много малышей, которые там 6, 7 лет, 8, они заинтересованы, тоже приходят. Говорят, нам вот интересно, борьба там. То есть куреш будет процветать и развиваться? Да, иншаллах. Я думаю, так. Пусть так и будет. Ленурбей, мы желаем, чтобы все прошло на высоком уровне. Мы желаем самых громких побед, чтобы, возможно, они были даже более неожиданными, чтобы, например... Приятными неожиданностями. Приятные, конечно, неожиданности. Ну, то есть, это, конечно, связано больше с абсолютной весовой категорией, потому что, понятное дело, что люди, которые выиграли в своих категориях, идут на абсолютную, и там уже все совсем по-другому происходит. И прошлый год тому показатель. Но все-таки мы желаем вам побед, успехов и, конечно же, чтобы это все прошло на высочайшем уровне. Выиграть машину, раз человек права. Ну да. Успехов и в организации, и непосредственно в участии этого замечательного турнира. Çok sağ olunuz. Hörmətli dostlar, yayınımızı devam etimiz ve tamamşımda tarixi və xəyallarla tanış olmağa təklif etimiz.